3 секунды. Ровно столько нужно человеку, чтобы пристегнуть ремень и тем самым обезопасить свою жизнь. Удерживающая система придумана еще в начале 19 века и по сей день позволяет снизить, а порой и вовсе избежать тяжелых травм. Но водители, пренебрегающие этим приспособлением, все равно находятся, как и те, кто перевозит детей без удерживающих кресел. В ходе рейдового мероприятия на Канташевском перекрестке в основном сотрудникам госавтоинспекции попадаются нарушители с тонировкой и без госномерных знаков. В ходе рейда были выявлены и такие нарушения, как неисправность в работе освещения и даже управление транспортом без прав. Инспекторы призывают водителей быть более внимательными и соблюдать правила, ведь от этого зависит безопасность всех участников дорожного движения. Именно на этом участке дороги, сообщением Назрань-Молгобек, в третьем-четвертом квартале произошел ряд резонансных ДТП, в которых погибло 2, 3 и 5 человек. Хотя эти ДТП и не вошли в стат учетности Республики Ингушетия, но тем не менее, это все участники этих ДТП, это жители нашей республики. Ситуация на дорогах Ингушетии по-прежнему неблагоприятная. Это становится ясно из данных госавтоинспекции. Так, за 2023 год в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 66 и ранено 310 человек. С начала текущего года зафиксировано 193 ДТП, в которых погибли 59 и ранены 307 человек. Небольшая, но положительная динамика отмечается. Тут же можно привести и статистику детского травматизма. В этом году было 28 ДТП, в прошлом году 31, в которых 5 детей, к сожалению, погибло. В прошлом году было 8 и 24 ребенка ранено. В прошлом году было 35. Основные причины совершения ДТП – это превышение установленной скорости движения, выезд на встречную полосу, съезд с дороги, наезд на препятствия, наезд на впереди движущиеся транспортные средства. За этот год инспекторами госавтоинспекции составлено более 13,5 тысяч административных материалов за одну только тонировку. Сотрудники УГИБДД по Ингушетии приводят внушительные цифры и по другим видам нарушений. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано около 600 водителей. Тут стоит отметить еще один факт, что 163 водителя из них задержаны за повторное употребление или алкоголя, или других наркотических психотропных веществ. Сотрудники госавтоинспекции призывают быть бдительными и аккуратными на дорогах, не нарушать ПДД, при перевозке детей не выезжать без соответствующих кресел и пристегивать ремень безопасности, руководствоваться нормами морали, религии и ингушского этикета при выезде на дорогу, не подвергать жизнь и здоровье свое и окружающих риску. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.